Ну вот, мы в местечке Суидор, старый амбар, провалился тоже. Так, тут Курья, наверное, а где-то он там выше, наверное, Сывью, устье Сывью. Поэтому здесь местечко Сывьюдор называется. Река Сывью впадает в Нившеру, вот это уже Нившера идет. Ну тут что, старый дом, провалился уже, развалился, баня, амбар, изба. Сейчас в избу зайдем, посмотрим. Ну сюда в надежде еще доехал, что говорят, тоже сюда выходят касательно уже по времени, уже наверное они все в лунку уже опять спрятались. Буквально на 2 часа они выходят и все. Так, талкаш. Вот смотрите, талка какая-то лодка. Любители Сибири. Легенда Сибири, талка. Вот смотрите, как там. Сколько вкусняшек выпили. Знаю, кто тут выпивает. Любители потанцевать с сосисками. Есть такие людишки. Шикарно, чисто все. Дрова на одну затопку. Ну тут немножко складовка, там может кое-какие вещи. Шикарно тут, ребят. Шикарно. Нетканкой обшито все. Все нетканкой обшито. Такая печка тут из кирпича, как обычно. Это календари. Окно какое, смотрите, какое большое, 2 окна. И светло в избушке. Это сейчас инеем просто покрылось все, поэтому кажется, что не так светло. А вот планировка, вот в какую избу не зайди, именно с нашего села, вот у охотника, вот заходишь, дверь, потом печка, потом вот так расположены нары, вот смотрите. Потом в углу 2 окна и стол. Вы заметили, у меня 2 избы, и все избы также. А вот сейчас в интернете я много смотрю про охотничьи избы тоже, вот в Сибири, да в любом, сейчас в Коме там смотрю. У всех окно в середине стол так, и по бокам нары. Вот так, вот такая планировка. А у нас именно вот так строили. Если будет, ну, вдруг, если я еще одну избушку построю, конечно же, я тоже планировку также сделаю. В середине окно, по бокам нары. Но это вряд ли, наверное, так. Не думаю, что я уже буду строиться, какого-то плана никакого нету. Так, это что? Антенна или... антенна. Я думал, как-то сделано, чтобы открывалось и закрывалось с этой проволокой. Вот. Сейчас я буду пить кофе, наверное. Я немножко проголодался. В принципе, изба хорошая тут. Многие, наверное, и с города, если приезжают, может, уже ночевали, знакомая изба. Если что, пишите в комментариях, кто из Сыктывкара, рыбаки ездят, приезжают на Сувьюдор. Вроде, наверное, я иду. Так, а вот осенью, когда я приходил, то есть, помните, у Валентина, вон избушка, Валентин там, вон там Валентин был в избушке, там я, короче, чай пил, отдыхал, там еще возле сосны собака у него лаяла, вон там будка у собаки, там дальше идет еще одна изба, и тут еще одна изба, ну, хозяева уже нету в живых, все уже умерли, здесь сплошные поля было, и осенние истории он, Валентин, рассказывал, как там, от чего все это начиналось. Я помню только, что где-то там в углу конюшня была, большая, мощная конюшня, и все лето тут паслись лошади. Сейчас уже все, ничего нету. Сейчас лошади вот такие лошади.
Все, на технику перешли. Так, ладненько, пьем чай. Все сырое, сам сырой. Варежка вообще. С Нившеры до сюда по дороге 13, так, 14, 12, 26 километров до сюда. 26 километров. Опа. По речке, конечно, больше. Долгое время я терять не буду. Сейчас чаек попью и вдруг еще увидим кого-нибудь. Чаепитие много снимать тоже не буду. Многих бесит моя чаепитие, как я отдыхаю. Не буду раздражать уже. Всякие истории не буду рассказывать. Это затягивает все. Очень много времени уходит на рассказы. Уф. Кофеек. Сегодня я взял кофе. Пить захотелось. Что было воды у меня. Все вышло, наверное, пока я бегал там по сугробам. На дальнее расстояние, короче, тяжело уже, снега много ходить. Вот так. Хорошая изба, понравилась. Где-то 4,5 на 4,5 на размер избы. Если хозяин смотрит, там напишет тоже пусть. Ну, примерно так сказал. Сейчас газку обратно. У меня этот железный штатив всегда с собой. Надо, наверное, как-то рогатину вот сделать из этого штатива тоже. Чтобы уже, если что, стрелять. Или из дерева как-то. Если из штатива там 2 в одном будет. Рогатина и штатив. Быстро сейчас, дни короткие, сейчас декабрь месяц и вот. Да, еще самый короткий день сегодня. Потом уже в начале января начинает все светлеть. Если успеем, еще на первую избу заедем. Хотел основное время там пробыть сегодня. Думаю, по-быстрому сгоняю. Время ушло в море. Ой, блин. Все хрустит. Может, чуть не сломал, блин. Колбаса, сало и хлеб на скорую руку. Вот. Ладно, ребят, сейчас я отдохну, попью чаек, нормально покушаю, спокойно, вот, буквально там минут 15 спокойно посижу. Мне надо чуть-чуть подостыть, я вообще горел, у меня вся одежда сырая и спотел сильно. Мне надо чуть-чуть подостыть. И спокойно сейчас уже обратно будем возвращаться. Наверное, тоже буду спускаться по той дороге, как я поднимался. Можно по Зимнику, там тоже бураница есть, ездят люди. Свежая бураница тоже есть.
на 3 километра дольше ехать, но надо, думаю, все-таки нижней дорогой поехать. Может, кого еще увидим. А на верхней дороге точно никого там не заметишь. Вон. Короче, я ем. Отдыхаю. Заехал на очередной луг. Ну, по пути. Так более-менее заезжать удобно. Сейчас время 11 часов 42 минуты. В принципе, до темна еще осталось 2 часа до темноты. Мы уже подъезжаем. Ну, осталось тут где-то километра 4, наверное, до нашей избы. Здесь очередная избушка. Вот. Заходить не буду, но я как-то уже разок вроде как показывал это уже. Избушку. Старая бураница. Вот по этой буранице и заехал. Время уже такое, что уже косачи в лунку залезли, но под снегом уже они. Они быстро, на часик они выйдут. И больше половины суток, почти сутки они в снегу и проводят время. Вот. Ну, это изба как бы не охотничья, а просто построена. Построена. Давайте зайдем из нее. Изба построена. Раньше здесь сено заготавливали. Это вот сейчас заросло все. А здесь все сплошные луга были. Время берет свое, конечно. За 10 лет все быстро заросло. Ну вот как принято, везде у нас оставляют дрова. В каждую избушку зайдешь, везде ты увидишь дрова заготовленные. Всего вам здорово, Карка. Я как-то летом здесь снимал. Печка как-то наискосок стоит. Немножко подремонтировали, но это уже печка начала уходить. Видно, изба тоже просела, или почва там, или видно, эта печка стояла на полу. Что-то произошло вообще. Даже на ножках как-то приделано. Как-то странно все для меня. Ну, хозяева разные, по-своему все делают. Ну вот, как и говорил, во всех избах сплошные нары. В углу стол, окно одно. И печка стоит. Вот такая планировка вообще. Дверь, наверное, по пути закрою, потому что снег вон как заходит, когда метет. Вот такой вид на речку. Когда ты поднимаешься, они видят тебя, подглядывают. Ну, уже изба, конечно, не для моего роста. Все уже. Если не отремонтируют... Если не отремонтируют, да вообще. Ну и дверь тоже не закрывается. Грабли. Ну, вот этими граблями и раньше гребли, сено заготавливали. Самодельные грабли такие. По коме сделано все. Вот так. Тут, наверное, вон. Но этот по коме называем вон. 3 буквы В, О, Н, вон. Это не то слово, что по-русски иди отсюда, выходи, уйди отсюда, вон. Вон. А по-нашему вон это такая сшитая, такая, как палатка, типа палатки. Сюда вешают, и комары туда не залетают. И летом даже в коридоре можно спать спокойно, не замерзнешь. Потому что летом тепло. И на улице сегодня также тепло. Ветер так и не появилась. Безветренная, спокойная погода. Вот. Ну, немножко уже нам осталось. Наверное, что так я заеду на свою избу еще. Время есть. Время есть. Вагон времени еще у нас. Значит, только
удалось нам увидеть одну партию косачей. Все. Хотя в этой местности также говорили, что есть ниже там партия должна быть, чуть выше. В этом году есть у нас боровая птица. Это с осенью я еще показывал, когда на осенней охоте. Знаете, помните, я показывал на болоте, когда взлетали косачи. Я уже по ним говорил, что в этом году птицы будет зимой. А в прошлом году единственной птицы не было. Ни одной. Даже ни одной штуки не видели охотники. И вот это все примерзает. Потом это хорошо, что не текло. А так все время тут лед. Вот так. Ладно, разворачиваемся и едем домой на свою избу. Вот она, первая изба. Никто не приходил, следы мышей только я вижу. Тут все закрыто, как мы оставляли осенью. Все так и есть. Ну, как и говорил, снегом так закрою. И хоть ночуй, не замерзнешь. Все, не будет продувать там ничего. Вот так вот. Под снегом наст еще. Все, вам здорово, крыка. Давно не были мы тут. Не помню уже, когда последний раз приходили. Это когда со второй избы мы спускались. Вот тогда и заходили мы на первую избу. Че вам здорово? Ну вот. Все нормально. Все на месте. Печка на месте, как обычно. Никто, видимо, не приходил. Пепельница пустая. Обычно, когда приходят, окурка оставляют. Надо железную печку установить. Не знаю, сегодня или нет потом. Лодка там под снегом. Смотрите, какая красота. Все заснежено. Лес отдыхает, спит. Мы только дергаем его. Шумим. Лыжня там на другом берегу. Но это значит, тоже косачей гоняют. Просто так лыжня не появится. Прошелся кто-то там. Но обычно в этом уголке частенько тоже выходят они. Бывает там, когда я много ходил,
жил в избушке. Поутру выйдешь, а они вот в этом островке уже сидят. А ты обычным гладкоствольным ружьем их гоняешь по утрам. Подойдешь, подкрадываешься, стреляешь. А сейчас возможностей больше, и нарезной у тебя есть. Но дичи мало, и сегодня вон сколько промахов я даже сделал. Запросто сегодня можно, ну, штуки 3 было добыть. А так, ну, что добыли, этими должны быть довольны. Так, я еще, наверное, у меня в магазине там 5 патронов. Я думаю, сейчас я еще пару раз на куда-нибудь, может, выстрелю. С упора как-то куда-то мишень поставлю на 100 метров. На 100 метров поставлю мишень, может, подальше куда-нибудь. Вон туда. И бахну разок. Вот, короче, в таком состоянии я оставлю, и можно зимовать в избушке. А весной я эту доску уберу и будет проветривать. А там посмотрим, в этом году получится, нет, отремонтировать избу. Пока с материалом проблема. В данный момент их нету у меня, но поживем, увидим. Если будем ремонтировать, конечно же, вы все увидите. А сейчас пока так. Так я утеплил избушку. В принципе, тут мы не ночуем. Зимой мало, когда с ночевкой сюда приезжаю.